Оккупационный суд Симферополя арестовал украинца Евгения Панова на 2 месяца. Его подозревают в организации терактов на полуострове. Сегодня ФСБ опубликовала видео допроса, где он признает свою причастность. В ГРУ Министерства обороны уверены, допрос проводился под физическим давлением. Подробности в сюжете. Гражданство. Гражданство Украины. Проживаете где? Проживаю в Запорожской области, город Энергодар. Это видео допрос украинца Евгения Панова, которое распространила ФСБ. У него рассечен лоб и губа, уставшие глаза. В оккупированном Крыму Панова называют главарем разведгруппы. Он якобы признает свою вину в подготовке диверсии. Кто входит в состав вашей группы? В состав группы входят кадровые офицеры военной разведки Украины, Кириллов Александр с позывным Кирилл, кадровый офицер с именем Дмитрий, более-менее известная информация. Также входит Дмитренко Олег с позывным Лис. Также в состав группы входит Сандул Алексей с позывным Сай. Также в состав группы входит неизвестное мне имя, фамилия, позывной Дэшек. И я, позывной Юджин. Спецслужбы России выбивали из украинца свидетельства, уверены в главном разведуправлении Министерства обороны Украины. Кадровые офицеры, чьи фамилии называют Панов, в оккупированном Крыму не задерживались и к ГРУ не имеют отношения. З Пановим попрацювали активно агенти ФСБ. Ті показання, які він дає, це він називає, опять же, як своїх товаришів, громадян України. Але за нашими даними вони не є співробітниками Головного управління і не мають відношення до Головного управління розвідки Міністерства оборони. Кожен громадянин України патріотично налаштований, а тим паче той, хто брав участь в антитерористичній операції, хто брав участь в будь-яких загонах волонтерських, добровольчих, і так далі. Реально, якщо він перебуває на території або окупованого Криму, або окупованого Донбасу, він є потенційно для Російської Федерації шпигуном. Энергодар потрясен информацией о земляке с начала российской агрессии в Украине. Евгений Панов добровольно поехал на восток защищать страну. Служил в составе Запорожского 23-го батальона, затем перевелся в 37-й. В августе прошлого года уволился в запас. Его друзья уверены, Евгения похитили. Мы думаем, что похитили. Чем-то что-то подмешали, может там кто-то засланный был. Как пишут русские сети, с мешком 40 килограмм. Ну вы представьте, 180 килограмм. Куда он там? Да ну это абсурд. Жена Панова с журналистами не общается, опасается за свою жизнь. Только через брата Евгения передает, что супруг поехал встречаться с друзьями. В оккупированный Крым ехать не планировал, тем более на собственном авто. Обладнанням з цією зброєю, вони там лежать десь там внизу на цей, і ми бачимо, що ось люди, а ось зброя. Там те, що ФСБ показує, вони показують, що десь там лежать якісь ящики, я не розумію, я не знаюся на цих всіх штуках зброях, лежать десь ящики, а потім показують, як його одного ведуть по відділку міліції. Питання номер 2. ФСБ заявляє, що затримано 15 осіб, що це було угрупування, затримано 15 осіб. Чому показують лише одного його? Тобто там були інші громадяни України, там були інші організатори зі слів ФСБ Росії. Де вони всі? Чому їх не показують? Їх же затримали, чому відділком вели тільки його одного? Тобто тут дуже багато запитань до цієї інформації насправді. Панов поехал в оккупированный Крым по делам депутата Горсовета Энергодара Артема Дубкова, пишет главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар. Журналистка выложила кусок телефонного разговора с депутатом. У меня там недострой на улице Нагорная 6, в городе Ялта. Я его отправил. Вы сейчас серьезно это говорите, Артем? Там недострой. Я его попросил туда съездить, посмотреть, все ли там в порядке. Но точно он никакой не диверсант и ничего там плохого делать не мог. Он просто попал под общую гребенку ФСБшных репрессий. В интервью другому изданию Дубков опровергает свои слова. Конечно нет. Как я мог бы отправить в Крым? Я сам туда не заезжаю, как я гражданский человек. А Евгений Панов участник боевых действий. Куда его? До первого КП? Сказать, что вот я ему сказал, он взял и поехал, это бред.
полиции Энергодара открыли уголовное производство. Выяснилось, что вместе с Пановым исчезли еще 2 мужчин, служившие с Евгением. Эльвина Сидбулаева, Исмаил Газиев и Эдем Ситаров. Заман. АТР.